Долучайся, Лукашенко, ты Долучайся! 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 Какие кавалеры! Сколько стоит совесть? В Афгане воевал за Советский Союз. И И я, блядь, никому не отдам эту родину. Не надо мне. Те, которые покупают на пенсионные деньги самолеты, вертолеты, те, которые платят по 5000 долларов ОМОНу. Дедушка! Надо увеличить. Предатели! Ужасно предатели! Вот, накажет вас, придурки! Скажите, не работала, никогда работать не буду. У вас прикрытая. Ваша молодежь! Вы откуда знаете? Вас спросите. Я пришла сюда первый раз защитить своих детей, защитить своих внуков, чтобы дали им возможность жить так, как они хотят, красиво, свободно. Они у нас умные, работящие. Они будут жить, а мы будем им помогать. Лукашенко, иди на пенсию, выращивай картошку, дай детям спокойно жить, а мы тебе будем помогать картошку выращивать. Живи Беларусь! Плакат мой с 90-х, когда ходили чернобыльские шляхи вот под этим плакатом. Вот тогда духовный Чернобыль, это подразумевается духовный Чернобыль нашего президента и у всех, и же с ним, и черномасочников, и его всех приспешников. Народ трудолюбивый и хочет жить не просто чарку и шкварку, а хочет жить в свободной, процветающей, в европейской стране. А пенсионеры, конечно, мы не за себя, мы не за пенсию. Мы понимаем, что за 26 лет наша страна ввергнута в такую экономическую бездну, что как бы типа самое простое повышение пенсии – это слишком банально. Мы хотим, чтобы наши дети и наши внуки жили в нормальной стране, никуда не хотели уезжать. Один за всех и все за одного. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Позор! 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 Позор!
Защищайтесь. Кожный раз мы приходим только ради одного, чтобы прошли нормальные честные выборы, не фальсификация, которую он выдумал цифру 80%, для того, чтобы отпустили всех политзаключенных. Светлана наш президент, мы так считаем все народ. Везде, в любом кафе, в автобусе, где угодно, везде поддержка. Видят, что, допустим, я устал, мне достаточно показать бел-червоный, останавливается машина, меня довозят до Витова. Это вообще чудесно. Молодежь наша прекрасная. Вы знаете, при Лукашенке не будет будущего в Беларуси по одной простой причине. Он не любит ничего белорусского. Маски для него намордники. Он этим хочет подчеркнуть, что у нас не лица, а морды, что мы не люди, а звери. Деревни зачуханные не моются, люди шелудивые. Об язык он вытирает ноги. 3 июля объявил День независимости Беларуси. До независимости еще оставалось 47 лет. А для чего это? Это сделать нас из нации толпой. Толпой легче управлять. Но вот у этих всех людей в основном бесплатные квартиры. Ну пусть даже кооперативные, это не те деньги, что сегодня. Вот. А, как я говорю, сегодня молодежь 400-500 рублей получай, они никогда не соберут до смерти квартиру. Вот вторая причина, почему я здесь. За молодежь, у которой здесь нет будущего. Он же сказал, за копейки должны работать. Во ему! О, туда нельзя пока. Совсем свободно, свободно. Россия Лукашенко любит, я знаю. Россия Лукашенко любит, Беларусь ненавидит. А Россия любит, я знаю. У меня мама тоже любит Лукашенко. Да, правильно делаете. Мы за белорусскую государственность. За Беларусь! Вам не стыдно, девочки? Не дурная. Вам не стыдно? Надо молодежь. Родину предали вы. Родину предали. Президент говорит, это вам работа воевать. Наше дело. Уходите, проходите, пожалуйста. Давайте. Я вас не трогаю. Мы же не трогаем, проходите. Проходите. Ребенок, не слушай, они не правы. У тебя сейчас весь мир и школа, потом ничего не будет, кроме польского языка. Дай поносить. Бери. Фу! Смердит. Прихлебатели фашистские. Вы. Кто? Это попалась будто мне елки зеленая. Я тебе показал, что такое фашизм. Я за мирную процветающую Беларусь.
Поэтому я пришел и выражаю свое мнение, что Беларусь должна быть свободная, чистая, без всяких драки, без провокаций, без войны. И то же самое думают многие ветераны войск, МВД, милиции, которые сюда пришли одинаково так. Ну, люди выражают свое мнение, и все. Мы все белорусы, все. Я выражаю свое мнение, а я не свое. Я хочу поддержать нашего президента. Я за него голосовала. Я хочу, чтобы он руководил нашей страной. Страну строили, а теперь хотят разрушить. Поэтому я за то, чтобы все-таки молодежь увидела, как пожилые люди вообще, как мы строили эту страну. Нельзя ее разрушить. Понимаете, люди не понимают всей ситуации. Вот им лапшу на уши навешали. И они вот во все эти сплетни поверили. Какие сплетни? Ну вот, которые показывают по интернет-каналам, по этим. А вот мы строили эту страну. Строили, а теперь хотят ее разрушить. Вот мы поддерживаем президента, который вместе с нами ее строил. Люди, которые живут в городах больших, они не замечают, что творится в провинции. Они не замечают, что сейчас произошло с колхозами. Колхозы все разрушены. Люди живут на 100-150 рублей пенсии. Разве это возможно? Он своего сына Николая, незаконно рожденного, возит везде. А наши дети на замках сидят, наши внуки на замках сидят во время каникул, потому что матери не в состоянии куда-то вывести. Они сидят, и бабушки работают. Я пенсионерка, и иду подрабатываю, потому что я не смогу просто выжить. Хотя я не то не ягодка, я проработала, у меня стаж есть, хороший большой стаж. Почему? Значит, для кого-то все, а для кого-то ничего. Справа ў тым, што я кожнае мерапрыемства стараюся не пропускать. Колькі Бог даст силы, я буду ходить, пока белорусский народ не пераможа. И до недавнего часу я был вельми сердиты на белорусский народ, потому что он не был народом, а был насельніцтвам. Але за вот гэты перыяд, вот літаральна за паўгода, з гэтага насельніцтва беларусы сталі народам. І цяпер я іх вельмі паважаю. І дзеля таго, каб дапамагчы гэтаму народу выгнаць з нашага дома таракана, я абавязкова буду хадзіць, колькі мне Бог дасць сілы.